Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. События будущей недели. Что будет происходить с вами, что будет происходить вокруг вас, да и вообще, что будет меняться. Чем судьба удивит, возможно, порадует, а возможно и что-то в жизни вашей изменит. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Нормально так событие вышло. Либо это видео посмотрят много людей, либо действительно неделька очень будет интенсивной. Слоны. Сразу два подряд. Есть какое-то семейство слоников, да, 2 штучки. Один за другим идет. Очень хороший знак. Так, что еще бросается в глаза? Какой-то вот прям рыцарь, без страха и укора. С левой стороны жар-птица с правой. Чайник. Чайник-то хорошо. Это про семью, это про тепло, про любовь. Ну, разберемся. Давайте пойдем по порядку. Давайте начнем с корня. Смотрите, показывают вашу фигурку. Вы такая большая, ну, либо такой большой. А вокруг вас, значит, такие гномы пляшут. Ну, люди, которые меньше вас ростом. Возможно, я не исключаю, вы, допустим, педагог. Да? И детишки вас окружают. Но у других отыграется, картина маслом, когда ваша роль растет, вы очень видный, значимый, знаковый человек, и вокруг вас собираются те, кто в вас нуждается, те, кто послабее, те, кто менее уверен в себе, те, кому нужна помощь, те, кому нужен, извините, поводырь, да, вот воспитатель, преподаватель. Слушайте, удивительно, люди будут тянуться, что справа, что слева, и тянутся они, значит, за перышками, хотят, чтобы вот им легче было. Значит, есть у них какие-то проблемы, либо они смотрят на вас, как на всезнающего человека, который действительно помогает, поддерживает, подсказывает, либо делает для них какие-то потрясающие вещи. Если вы работаете сами на себя, то это будет аншлаг. О вас вспомнят и старые клиенты, и тем, кто сейчас у вас, да, срочно нужно к вам обратиться, и также с собой приведут новеньких. То есть со всех сторон вы окружены людьми, вы для них высокая персона, да, высокая значимая персона, и все они, значит, хотят вашего внимания. Вот. Ну, а если вы бабушка, либо дедушка, готовьтесь, будет много времени с детьми, голова будет идти кругом, но вы будете довольны, потому что внуков своих вы любите, и время, проведенное с детьми, оно прям омолаживает, и вы будете это ощущать. Да, аншлаг. Здесь именно аншлаг вышел. С левой стороны какой-то человек вам попой повернется. Я бы могла сказать спиной, но здесь показана попа, значит, буду говорить попа. Значит, не только может подвести, не только может обидеться, но поведет себя просто вот неприлично, да, неприлично поведет себя. Покажет прям все свое истинное отношение нутро, либо особенности своего характера. Вы к такому не привыкли, либо вы такого не ожидали. Неприятный момент, но вы не растеряетесь, вы какой-то вот прям ответ дадите. Вот. Человек, может быть, хотел вас проучить таким поведением, но самому достанется. В общем, в вашем окружении, я так понимаю, кто-то будет выбывать, да, человек, который себя позволит лишнего. Вы такие вещи не прощаете, терпеть, мириться не хотите. Что вы, девочка, мальчик, да, чтобы такое терпеть. Все взрослые люди, да. Но если обиделся, если что-то там тебе показалось, либо у тебя дурное настроение, так скажи нормально, да, мы люди, мы общаемся, скажи. Зачем же ты, извини меня, пятой точкой поворачиваешься? В общем, такое.
не очень, но этому человеку от вас достанется, терпеть точно не будете. Дальше показывают, что-то с погодой будет происходить. Происходить что-то странное, не радующее, не впечатляющее, а возможно даже как заставляющее вас менять какие-то планы. Ну, допустим, вы собрались куда-то по делам, а тут раз и снежная буря, да, либо там гололед, да, будете менять маршрут, будете, может быть, даже переносить свои дела, может, встречу будете переносить. Ну и также ваш близкий человек, может быть, куда-то соберется, да, но из-за погодных условий возьмет да передумает. Вот к этому вы должны быть готовы. Как поется в старой прекрасной песне, у природы нет плохой погоды. Дальше показано, что вам придется чего-то ждать. Ждать дольше, чем вы планировали, либо дольше, чем вам было обещано. Причиной ожидания станет чья-то безалаберность. Да? Человек может быть неаккуратный, невнимательный, забывчивый, рассеянный. Да? Но вот кто-то виноват, конкретное лицо, у которого есть имя, фамилия, адрес проживания, ну, со всеми вытекающими. Вот здесь не лишним будет пожаловаться. Если придется ждать там больше, чем несколько часов, да, сутки, например, да, вот тут можете смело пожаловаться и будете правы. Человек, возможно, занимает не свою должность, да, ну, либо с такими показателями, данными не стоит заниматься той работой, которую ты на себя взял. Вот, возможно, ваше слово, либо ваша жалоба будет решающая. И вы тем самым не только себе плюсик поставите, да, сатисфакцию эту закроете, но еще и другим людям поможете, потому что не только вы от этого человека страдаете, либо пострадали, возможно, и другие страдают. Так, ноги. Ну, у кого-то ноги будут болеть, гудеть. Вам какой-то тут то ли марш-бросок предстоит сделать, куда-то поехать, где-то побывать, и все это на ногах. Ой, одевайте удобную обувь. Одевайте, я вас прошу. Иначе ноги будут прям гудеть и болеть. Может быть, даже не планируя, вот так сложатся обстоятельства, что вы прям целый день на ногах будете. Ну, а, например, если вы уже в возрасте, да, либо у вас варикоз, это прям, сами понимаете, убийство ног. Вот, имейте это в виду, и обувь, если будет удобной, да, будет гораздо проще. Теперь мы подходим к нашим слоникам. Здесь два слоника, один за другим идет. Это очень хороший знак. Слоники, они всегда к добру. Это добрые позитивные знаки. Зачастую говорят о материальном благополучии, о долголетии и о крепости здоровья. Но в вашем случае они, конечно, миниатюрные, но с правой стороны. Да? Здесь, возможно, будут две договоренности, либо два предложения, которые вас либо каждый по-своему, либо оба вместе подведут к каким-то материально выгодным для вас событиям. Может быть, договоренность там поработать, подработать, что-то продать, да, чтобы вы могли денежку заработать. Возможно, даже что-то под заказ сделать. Ну и также, возможно, как бы одно у вас денежное, а второе будет, например, связано с вашим здоровьем. Если пройти какой-то курс терапии, либо, может быть, лечебного массажа. Ну, в общем, хорошие предложения, выгодные предложения стоит брать. На размер не смотрите. Да? Размер – это не главное в данном случае. Главное тут, что договоренности очень успешны и вам пойдут на благо, потому что с правой стороны вышли. Большая волна. А вот здесь какой-то разговор, который застанет вас врасплох. Вот словно бы слова, как волна на вас опускается. Кто-то вас подловит. Вот именно идет слово подловит. Да? Может, человек специально будет выжидать такого момента, когда вы будете особо заняты, либо заморочены своим делом. И вот человек просто подкрадывается к вам и разговор, да, на вас выливает. Вот. Главное, чтобы вы не растерялись. Желательно, конечно, всеми силами перенести этот разговор на другой день, либо на другое время, да, когда вам будет удобно. Вот. И не принимайте решения с кондачка. Да. Может быть, человек специально подлавливал вас, чтобы вы там дали свое согласие, либо наоборот отказ. Да. Вот человеку это выгодно, поэтому и подкрался к вам. Вот. Будьте бдительны и внимательны. Вижу, что вы из-за такого сумбурного разговора,
из-за этой волны можете растеряться и не то сказать, либо не на то согласиться, либо не от того отказаться. Да? Вот какая-то хитрость здесь, вот налет хитрости мне идет. Вот. А тот, кто вас будет подстерегать с этим разговором, вы присмотритесь к этому человеку. Явно совесть нечистая, явно человечек нечестный, нечистый вот не идет, да? Раз такие вот маневры делает. Так, а в семье, в доме жена с мужа веревки вьет. А вот это хорошо, вот это плюс. Вьет очень, кстати, нежно, аккуратно, мужчина не против, он даже очень доволен. То есть нащупаете его какое-то, наверное, слабое местечко, правильно примените силу, да, как там гнутый пряник. Мужчина прям готов пойти на все, да, лишь бы вам было хорошо. Прям веревки с него вьете, много веревок совьете. Тут вот хорошее время. Смотрите, так грамотно вы это все делаете, что он не против, он даже не замечает, он даже рад тому, что вы с него эти веревки вьете. Девочки, аплодирую стоя, молодцы. Не забудьте потом вернуться и написать, каким методом вы это добились. Может быть, кому-то пригодится. Так, чайник. Чайник тепло, чайник семья. Здесь семья может собраться, да, за семейным ужином, например. Может быть, это будет какой-то выходной день, да, когда все соберутся, родственники соберутся. Может быть, какое-то праздничное мероприятие, допустим, у кого-то день рождения, либо какая-то памятная дата. Хороший, теплый знак с правой стороны. Будет уютно, будет интересно, будет душевно. И прям люди сближаются. И вы это ощущаете, физически будете ощущать, как люди сближаются. Ну и также, мои хорошие, у кого-то, кто встречается, может состояться задушевный разговор по поводу того, что вот неплохо было бы нам стать семьей. Да? Возможно, будете сидеть, мечтать, планировать, строить планы на будущее, как там свадьбу будете играть, сколько гостей пригласите, сколько детей заведете, где жить будете, как жить будете. Да? Вот такие теплые задушевные разговоры. И еще показывают мне вот сережку чью-то. Сережку, и у нее то ли замочек на ладан дышит, то ли замочек может подвести. Особенно вот если где-то там одежду примерять, переодеваться, там снимать через голову. В принципе, можно чем-то зацепить, там шарф, шапка. Будьте поаккуратнее. Если замочек, ну такой, знаете, не внушает доверия, лучше эти сережки не надевать. Сережка может потеряться. Вот. Возможно, это ваши любимые сережки, да, может быть, вообще не одевать, а отнести их в мастерскую, в ювелирную, пусть вам починят. Но это уже как бы ваше дело. Я вас предупредила. Здесь большой риск того, что одна сережка может оброниться, потеряться, и потому что, к сожалению, не найдете. Но опять же, это дурной знак. Если сережки теряются, это дурной знак. Но чтобы вы, конечно, не попали в такую ситуацию, да, и чтобы знамение это не свершилось, и любимое украшение целым осталось, да, чтобы две было сережки, а не одна. Дальше показывают людей, здесь их несколько, они вами будут недовольны. Какие-то претензии к вам, какие-то придирки, обвинения. Вот знаете, такие вот ворчуны мне идут. Не обращайте на них внимания, они ворчат, потому что наоборот вы все делаете правильно. Ворчат они из-за зависти. Вот они так, как вы, не могут, поэтому завидки берут, вот и ворчат. Да, вот эта критика, она не конструктивная, она наоборот, знаете, не критика, а, ну, если перевернуть, то похвала, да, то есть они буквально вот переводятся: ах, какая ты молодец, вот мы так не можем, да, и нам так от этого дурно становится, когда ты можешь, а мы не можем, да, вот, грубо говоря, так это должно звучать. В общем, не обращайте внимания, уж тем более не пляшите под их дудку. Вот, пошлите их куда подальше и делайте то, что делали, вы все делаете правильно. Дальше, мои хорошие, показывают мужчину. Добычу несет в дом. Добычу несет на плече, на левом плече. То есть, скорее всего, прилетело, да, неожиданно. Либо он ничего не обещал, либо вы от него уже ничего не ждали. И тут на себе появляется такой герой. Добыча на плече, доволен собой. Ой, будет ждать похвалы. Хороший знак, хороший, почему и нет, да, особенно если неожиданно приходит, то что прям совсем хорошо. Вот, похвалите, похвалите, и
дайте ему какую-то мотивацию, да, чтобы он в будущем вот прям старался, да, вот запомнился ему этот день, либо этот вечер, и чтобы он прям старался носить вам побольше этой добычи. Может быть, что-то приобретет, может, где-то денежку подколымит, заработает, ну, у кого как отыграется. А может быть, он охотник у вас, да, вот пойдет по воробьям стрелять и принесет вам дичь, например, да, и вы скажете, ну, какой, надо же, кто бы мог подумать. В общем, мужчина здесь порадует. Дальше горы мельчают. Это хороший знак. Что-то меняется. Меняется, причем меняется резко. Вам важно следить за этими переменами, за этими изменениями. Горы перед вами мельчают. Может быть, это проблемы в сегодняшнем дне. Может быть, это проблемы, которые вот вы ожидаете, что вот чуть попозже у меня будет проблема. Резко что-то меняется, и горы начинают мельчать. Может быть, вот как хорошее время приходит для того, чтобы со своими проблемами разобраться, либо проблем вовсе избежать. Может быть, какие-то новые законы, лазейки в законах, какие-то правила, предписания. Ну вот что-то меняется. Надо за этим следить, либо брать консультации у ведающих людей, ну не в плане там эзотериков, а в плане там юристов, допустим, специалистов вот именно этого профиля, и быть в курсе. Но именно горы становятся меньше. Музыку здесь показывают, музыка, которая вам нравится, вот как будто бы сердце ваше трогает, может быть, даже на слезы потянет. Какая-то очень интересная, трогательная, либо за душу берущая музыка. Прям под впечатлением будете. Может быть, какая-то новая композиция, может быть, это что-то старенькое, что вы раньше как-то слушали, потом позабыли, а теперь послушаете. Ностальгия, там, воспоминания. Какая-то музыка вас, ну, либо композиция музыкальная очень вас растрогает. Так, еще. А вот здесь вы рискуете куда-то не успеть. Причем не по своей вине, а по вине, допустим, нерадивых сотрудников. Да? Может быть, вам нужно в банк после работы сходить, может быть, вам нужно куда-то там зайти в какое-то учреждение. И там кто-то решит, что ну типа с нас хватит, да, и так слишком долгий рабочий день, и люди просто могут раньше времени закрыться и уйти. Так что перед тем, как куда-то вот прям конкретно, да, направляться, лучше созвониться и уточнить, работают ли они, будут ли они работать до конца рабочего дня. Ну и самое главное, во сколько у них рабочий день заканчивается. Дальше. Разговор, ну типа якобы по душам, но на самом деле очень осторожный разговор идет. Вот как будто бы люди, не знаю, не доверяют друг другу. Между вами заяц сидит. Либо боятся лишнее сказать. Вот как человек перед тем, как сказать, каждое слово взвешивает. Вот с кем-то вы будете именно в такой манере общаться. Причем с вами так общаются, и вы также отвечаете. Да? Вот как страшно какую-то черту перейти, либо страшно не то сказать. В общем, такой уникальный разговор. Если есть возможность там, не знаю, записать его на видео, либо со стороны как-то посмотреть, это прям очень комично, очень смешно. Два очень осторожных человека, подбирая слова, ведут очень осторожный разговор. Разговор как бы ни о чем будет, просто, не знаю, время потратите. Да. Может быть, с начальником будете говорить, может быть, с кем-то важным для себя, да, может, это личный какой-то разговор. Но прям между вами заяц. И вы боитесь лишнее сказать, и вам боятся лишнее сказать. Так, павлин, мужчина. Здесь какой-то мужчина, весь из себя, красиво одет, от него вкусно пахнет. Такой, знаете, следит за собой, да. Вот вижу, что хвост перед вами будет свой, как распускать, да, трясти этим хвостом будет перед вами. Мужчина пытается ваше внимание привлечь к себе, да, обратить на себя внимание. И прям очень будет стараться, причем вот как-то демонстративно он это делает, может быть, даже несколько раз за неделю, может быть, даже несколько раз за день. В общем, странное поведение, а вы почему-то этого не улавливаете. Вы такая, типа, постоянно попадается мне на глаза, да. Что за мужчина, да, что ему надо.
почему он крутится у меня перед глазами, под ногами. Вот. А он на самом деле пытается привлечь ваше внимание. Так что, мои хорошие девушки, женщины, иногда надо вспоминать, да, что вы привлекательная особа, и что мужики теряют сознание из-за вас, да, и стараются вот таким вот, может быть, даже не очень понятным образом привлечь вас, показав себя с лучших сторон, да, что у него там одежда брендовая, что у него там духи дорогие, что он прям мужчина на все 100 востребованный, да, вот прям будет ходить этим хвостом своим трусить. Так, и еще какую-то лестницу показывают. Лестница какая-то нестабильная. Она на ладан дышит, и этой лестницей пользоваться нельзя. Может быть, в прямом смысле слова, да, какая-то аварийная лестница. Может быть, у вас где-то такая лестница, и вы вдруг решите, что можно ей воспользоваться. А может быть, речь идет о, допустим, карьерной лестнице. Да? То есть не время сейчас заниматься своей карьерой. Тем более, что у нас Луна на убыль идет. Да? Не стоит этим заниматься, не стоит, может быть, разговаривать с начальником по поводу вашего повышения. Не стоит, может быть, даже клевать на какие-то удочки по поводу того, что вот есть предложение, там, должность повыше, оклад повыше. Да, вот лестница, она нестабильная, она в любой момент просто может вот разойтись, да, либо рухнуть. Вот, воздержитесь от пользования такими лестницами, и не время строить карьеру, ну, по крайней мере, не на будущей неделе. Поймите, когда Луна убывает, все начинания тоже убудут. Все начинания, чего бы это ни касалось. Что хорошо делать на убывающую Луну? Проводить чистки, да, избавляться от старого, от ненужного. Лечиться хорошо, делать уколы, там, лечить зубы. Вот это хорошо. Да, будет меньше боли, меньше крови, меньше неприятных последствий, меньше отеков, например. Это хорошо. То, что для вас важно, чтобы закончилось, либо закончилось очень легко, вот это все переносим на убывающую Луну. Если мы говорим о новых делах, о новых идеях, заработках, новых отношениях, даже о новых знакомствах, да, лучше это все переносить на растущую Луну. Наблюдая такие нехитрые правила, вы сами себе в жизни будете очень здорово помогать. Да, это может вам помочь. Ну, а лестница, конечно, не может. Не, лестница плохая. Как не идет, как аварийная какая-то, как на ладан дышит. Не рискуйте, береженого Бог бережет. Так, новая вещь. Вы что-то будете новое приобретать. Вот как обновочка какая-то. Новое для себя, либо новое для кого-то. Ну, допустим, для ребенка, для супруга, для мамы, например. Да, вот что-то новенькое купите. Что-то мне вот показано, что эта вещь, она может не подойти. Либо у вас появится идея, что вот лучше обменять. Да? Вот поэтому при покупке несколько раз подумайте и проверьте после того, как купили, да, далеко не отходя от кассы. Может быть, там на кассе что-то напутают, может быть, там не ту цену пробьют, может быть, другой размер вам подсунут. Да, вот как-то так показали. Чтобы туда-сюда не ходить, голову не морочить, да, лучше все это проверять, не отходя от кассы. Так, рыцарь. Здесь мужчина-рыцарь. Мужчина на подвиг готов, пойдет, сделает. Мужчина очень сильно удивит и очень сильно порадует. Поступок-подвиг мне идет. Поступок-подвиг. Возможно, никто не ждет, возможно, никто не просит, возможно, уже никто не верит. А он возьмет да сделает. Мужчина даже как-то в этом подвиги немножко пострадает, да, не без потерь. Что-то вот прям достанется ему. То ли прилетит, то ли там придется отбиваться, то ли придется даже, может, какие-то деньги заплатить, может, даже немалые, но на подвиг он пойдет. Понятно, что вы все у меня разные, у каждого своя ситуация. Возможно, вы дама в беде, и вам кредит надо платить, а платить нечем. И вот ваш рыцарь пойдет на этот подвиг, в финансах своих ужмется, пострадает, но долг ваш заплатит. Возможно, вам нужна защита. Да, ну, либо чтобы кто-то отстоял вашу честь и достоинство. И вот этот рыцарь, он, значит, пойдет и сам по морде даст, и глаз получит, да, ну, подвиг совершит. В общем, все вы разные, у каждого будет по-своему. Ну, вот способен, окажется, да, может, делает, гордимся, любим, принимаем. Главное для него, чтобы вот прям
это все было показательно, чтобы вы потом им хвастались, чтобы вы его благодарили, чтобы вы не забывали, да, ради вас на что пошел, да, но себя не пожалел, пострадал. Герой, да. Что поделаешь, да. Рыцарь, значит, на подвиги пойдет. Так, еще здесь показан знак медицины. Возможно, вы обратитесь за медицинскими услугами, ну, либо какое-то лечение будете проходить. Допустим, к стоматологу пойдете. Вот. Что вам понравится? Вам понравится, что все будет как-то легко и быстро, допустим, не болезненно, либо не придется там сидеть часами в очереди, выжидать, когда же там моя очередь подойдет. Лаконично, четко, по делу. И еще такой момент показан, что у вас в кармане монеты звенят. То есть, возможно, вы думали, что придется отдать все деньги, которые у вас есть, а с вас возьмут какую-то, не знаю, скромную оплату, да? Либо оплату, которая гораздо меньше, чем ваши ожидания. В общем, с левой стороны, довольны будете, прям будете ходить под впечатление, думать, ой, что это, чудо, наверное, да? Либо дикое слепое везение. Вот что произошло. Понравится, вам это понравится. Это хорошо, это плюс, это во благо. Так, поездки, дороги туда и обратно. Куда-то будете ездить, будете возвращаться. Может быть, к каким-то родственникам, может быть, на дачу, может быть, к каким-то друзьям. Может быть, по делу, в командировку, да, потому что здесь показана дорога и туда, и обратно. Вот. Дорога, она никуда не девается, она вам по судьбе, значит, ехать вам придется. А еще здесь такое событие показано, где вы то ли силу проявляете, да, физическую силу, либо силу ума, и вас после этого события какой-то человек очень сильно начнет бояться. И прям это прям в глаза будет бросаться, да, какая-то реакция такая, знаете, шарахается, глаза круглые. Голос трясется, губу поджимает. В общем, кто-то вас испугается. Испугается вас, ваших действий, либо того, на что вы способны. Не могу сказать, кто этот человек, мужчина либо женщина, но прям страх вселите в этого человека, в прямом смысле слова. Не желая того, не думая об этом, прям, да, побаиваться начнет. Может быть, оно и к лучшему, да. Такое событие мне показано. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.